Таджики и другие настроены очень серьезно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как историк предсказал дальнейшую судьбу Паншера. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Вероятность победы войск сопротивления в Паншере над боевиками запрещенного в Российской Федерации радикального движения «Талибан» ничтожно мала. Об этом в разговоре заявил военный историк Борис Юлин. Боевики окружили территорию Паншера. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на членов движения. По словам талибов, несмотря на, цитата, «все усилия, они не смогли договориться с силами сопротивления». По его словам, талибы начнут охоту на лидера сопротивления Ахмада Масуда, однако неизвестно, насколько они в этом преуспеют. Его отца уничтожали долго, да и не особо успешно. Удалось только где-то в конце. Так что эта задача может оказаться непростой для Талибана, подчеркнул историк. Юлин отметил, что сейчас боевики нацелены устранить очаги сопротивления, которым они не дадут разрастись после победы в Паншере. Другие государства, по мнению специалиста, не смогут оказать влияние на ситуацию в Афганистане, так как военнослужащие НАТО покинули республику. Как вы относитесь к таким предсказаниям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Силы, которые возглавлял Ахмад Масуд-старший, опирались на американцев, так что и примирения здесь ожидать невозможно. По мнению талибов, именно Масуд способствовал оккупации, указал Юлин. Он также добавил, что сопротивление Паншера сражалось одновременно с талибами только против Советского Союза, в остальное время они были противниками. Накануне стало известно, что переговоры боевиков и лидеров сопротивления в единственной неподконтрольной Талибану провинции Афганистана провалились, и тем самым все больше увеличивается вероятность того, что историк был прав. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Теперь боевики призвали их сложить оружие и сдаться. В свою очередь повстанцы заявили, что талибы в течение нескольких дней безуспешно штурмуют провинцию в нескольких районах. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!